Во второй раз благотворительный фонд Harris Hall совместно с общественной организацией инвалидов движения без барьеров проводит мультимедийный семинар для журналистов на тему освещения темы инвалидности в СМИ, который в этот раз решили провести в рамках недели инклюзивного образования. Ведущими семинара стали председатель движения без барьеров Афанасий Лаптев и редактор телепередачи «Вестник Harris Hall» Екатерина Абдулаева. Как можно заметить, тема инвалидности сейчас является популярной в СМИ России, но, к сожалению, к ней до сих пор местами относятся предвзято, преподнося аудитории человека с инвалидностью как немощного, которого нужно жалеть. Ведущие вместе с участниками рассмотрели стереотипы, существующие в обществе по отношению к теме инвалидности на примерах конкретных материалов, статьи, фотографий и видеосюжетов. Они обратили внимание на язык, который используют журналисты, и образы. Например, штамп «прикован, привязан к инвалидной коляске» часто встречается в СМИ и создает иллюзию, что человек недвижим, никогда не расстается с инвалидной коляской, хотя люди, перемещающиеся на коляске, водят машину, ходят в кино и ведут активный образ жизни. Еще один стереотип – человек с инвалидностью часто предстает в СМИ в образе героя, преодолевающего боль и препятствия. И очень редко мы встречаем в масс-медиа материалы, которые были бы нейтральны по отношению к теме инвалидности. Все это оказывает настороженное отношение общества к людям с инвалидностью. Когда речь касается непосредственно людей с инвалидностью, конечно, многие пишут таким образом, что используют какие-то свои стереотипы, и из-за этого, получается, в общем-то, вкладывают в головы других свое мнение, и оно, в общем-то, только там укрепляется, да? А по сути, аудитория вот этого семинара намного больше, поскольку люди, которые здесь присутствуют, они сделают выводы и начнут использовать, может быть, более правильные термины при написании своих публикаций. Я не вдавался никогда в технические подробности, какие слова надо употреблять, а какие нет. Но благодаря этому семинару я думаю, что я хотя бы попытаюсь кое-как разобраться в этой ситуации. Я никогда к ним не относился особо с особой подчеркнутой жалостью. Я считаю, что они такие же люди, как и мы, и отношение у меня такое же, как и к всем остальным. Тема инвалидов показывается не совсем правильной стороны. Действительно, не нужно призывать к жалости. В заключение присутствующие представители СМИ признали, что проблемы отношений общества и отсутствие доступной среды взаимосвязаны, а значит, их следует решать совместно. С 2010 года в России стал набирать обороты вид спорта боча, который является новым развивающимся видом спорта для тяжелых форм детского церебрального паралича. Он активно воздействует на физическое развитие и состояние организма игроков, влияет на их настроение и национальное самосознание. Регулярные занятия боча развивают ловкость, реакцию, выносливость, координацию движений и глазомер. Он доступен людям самых разных возрастов. В настоящее время это одно из самых популярных игр и как средство проведения досуга, и как часть так называемого большого спорта. При разработке программы был учтен передовой опыт обучения и тренировки спортсменов, практические рекомендации по возрастной физиологии и педагогике, спортивной медицине, гигиене и психологии. Значит, суть игры есть, белый мяч, он называется джекбол, и два цвета мяча, красный и синий. Соперники играют разными цветов мячами, и каждый пытается свой мяч бросить так, чтобы он в конце игры оказался ближе всего к белому мячу. У каждого по 6 мячей, и поочередно делают попытки бросков. Прошел первый республиканский турнир по боче. И приняло участие, к моему удивлению, аж 18 человек. Это для данного вида спорта очень мало, так как вид спорта специфичный. Он для людей с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. И, значит, мои ребята, они все были в призах. У всех медали есть, значит, были
подразделены на 4 класса: БЦ1, БЦ2 и БЦ3, и да. Боча является наиболее действенным средством для нуждающихся в срочных реабилитационных мероприятиях, восстановления в первую очередь двигательных возможностей. Но методика занятий уникальна и универсальна при реабилитации всех видов – медицинской, физической, психологической и социальной. Аня, расскажи, пожалуйста, чем тебе нравится данный вид спорта? То, что он захватывающий, интересный. Мне нравится играть в бочу. Мне нравится играть в паре. Люблю своих друзей, своего тренера Василия Андреевича. Он меня поддерживает, помогает мне, говорит, объясняет, что, как делать. Вместо того, что сидеть дома, люди с ограниченными возможностями могут прийти сюда и заняться настоящим спортом, который относится к олимпийским. Он очень захватывающий, очень интересный, улучшает силу, тактику. Соревнования прошли очень хорошо, было очень интересно, было много очень захватывающих игр. Кеша, расскажи, пожалуйста, нам про соревнования, как они прошли? Нормально. Какое место ты занял на соревнованиях? Второе. А чем тебе нравится данный вид спорта? Мне нравится кидать эти шары. Как даются упражнения? Не сложно? Не очень сложно. Данный вид спорта мне нравится, нам полезно, да, мы же в основном сидим дома, да. Этот вид спорта нам дает развлечение, есть чем уже заняться, А соревнования прошли на высшем уровне. Было очень интересно. Очень горячая битва была. И я занял нечаянно первое место благодаря моему тренеру Василию Андреевичу. Дальше будем тренироваться, дальше будем продвигаться. У нас занятия проходят вторник, четверг, пятница. Здесь, в спортивном комплексе «Самородок». Значит, обращаться можно по телефону, я даже скажу, 42 41 44. Это у нас администрация. Туда, значит, человек звонит и записывается на прием на комиссию. Там, значит, определят, какой вид спорта человек подходит и может заниматься. Активные физкультурно-спортивные занятия, участие в спортивных соревнованиях является формой как остро необходимого общения, восстанавливает психическое равновесие, снимает ощущение изолированности, возвращает чувство уверенности и уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни. Главная задача все же остается вовлечение в интенсивные занятия спортом как можно большего числа людей с инвалидностью в целях использования физкультуры и спорта как одного из важнейших средств для адаптации и интеграции в жизни общества, поскольку эти занятия создают психические установки, крайне необходимые для успешного воссоединения людей с инвалидностью с обществом и участия в полезном труде. В жизни каждого человека случаются моменты, от которых отпускаются руки. Важно вовремя осознать, что жизнь дает испытания, которые вы в силах пройти. Наш герой рубрики «Разные, но равные» – молодой, открытый человек, который с удовольствием рассказал нам свою историю. Он родился обычным ребенком. 2 годика он переболел гриппом. Грипп был какой-то сложный, и после этого уже он начал плохо слышать. И с годами уже увеличивался
Но все равно как бы с логопедами работали. Школьный логопед работал с ним. И в садике тоже логопед работал. И дома занимались как бы. В школу он пошел обычную, Мартинскую школу. Там вот учился. 9 закончил, потом после 9 технику. Когда в школе учился, да, у него в то время аппарата не было. И даже когда на уроках, да, он переспрашивал, учителя говорили, как бы, надо быть внимательным, уже не повторяли. И у него как бы образование низко сразу, вниз пошло, да. А в техникуме как бы таких детей много, и вроде бы общения было со всеми. И другими теперь в море, так сказать. Детство у меня было, можно сказать, самое простое. Вот когда в детсаде был, можно сказать, утром выходил, вечером возвращался. Или приходил домой покушать и выходил обратно. В школе я вообще был скромный, тихий, белой вороной, можно сказать. А остальные в школу я не любил. В техникум я поступил абсолютно спонтанно. Я только в последний момент о ней узнал. Ну, везде говорили, типа, после 9 не принимаем, нужно только после 11, потом, оказывается, в том техникуме училась моя сестра, двоюродная, она тоже глухонемая, и она предложила туда пойти. И там повар тоже был после 11, и я пошел к пекарю-мастеру, и там отучился. Благотворительный фонд Харысхал пришел к нам в техникум, и сказали в каждой группе, как бы, типа, самых активных, самых таких топчиков, можно сказать. Туда пришло много народу, из них выбрали нас 10, и мы пошли к ним сюда в офис и начали проходить недельное обучение, как бы тренинг. И потом уже в конце как бы практика была. Ну, практика это как первый урок доброты. Нас по парам разделяли и в классы водили разные. И там проводили. Сначала было волнительно очень, потом уже давай, держись, и легко начал проводить. Самый большой класс был 8. Вот. И им как-то сложновато, потому что они всегда в телефонах сидят там, или кто-то с кем-то разговаривает. А детям интереснее, потому что там игры есть, и всякие вопросы, интерактив. Благодарность в первой части – это Юля и Нургуяне, потому что они как бы первые нашли меня, можно сказать. И, конечно же, всем сотрудникам Харысхала. Они меня раскрыли, можно сказать, научили, как это делать, как, например, общаться с детьми, как делать правильный подход. В общем, во всем помогли, в частности, в моей психологии. Толя всегда ставит перед собой конкретные цели и добивается их, несмотря ни на что, чего мы и вам советуем. Осуществлять задуманное, быть всегда на позитиве, тогда мир откроется совершенно с другой стороны.